После того приведения глухаря, так скажем, ничего пока еще не встречал. О, куропатки. Видите? Вот это ливануло, так ливануло. Сейчас покажу улов, что мы поймали сейчас. Ладно, пойдем на охоту на рябчика, посмотрим, что получится. Как будет, буду снимать. Он ушел вниз. Корщ. Опять я оставил. Опять оставил. Глухарь где-то. Не знаю, где-то тут вроде должен быть. Не слышал я такой ветер, взлетел или нет. Собака замолчала вообще. Или может уже улетел. Фиг знает. Короче, я в пустоту подкрадывался. Глухарь уже, видно, давно уже улетел. Поэтому и собака перестала лаять. Не знаю. Я не слышал, главное. Я только слышал, как он с земли взлетел, сел, начал там трещать. А вот взлета уже с дерева я не услышал. Но примерно вот тут он где-то был. Короче, не наша птица, очередная, блин. Сейчас, ребята, я иду и просто размышляю, в чем причина, почему от тулана глухари улетают. Уже несколько раз облаивал за эти дни. И все время глухари почему-то не терпит лай, собака уходит. И вот, я, короче, думаю. И может быть у тулана грубоватый голос. Он как-то громко, как-то и тяжелый голос такой. Все-таки, наверное, на боровую птицу надо лай был, чтобы у собаки тявкающий. Тяв. Похоже на лисий лай. Я лично не слышал еще, как лиса лает, но мне знакомые говорили не раз, что лиса тоже лает. И вот, если лиса так лает, у него такой голос, такой тонкий, слабый, может и у собаки нужен то же самое. Именно на боровую птицу, чтобы он тявкал как-то. Может, этот голос глухарь будет больше терпеть. А у тулана, конечно, голосище такое, блин. Он громко лает, очень громко, во-первых, и такой бас такой. Иду вдоль болота. После того приведения глухаря, так скажем, ничего пока еще не встречал. О, куропатки. Видите? Штук 7. Взлетели уже белые. Совсем белые уже. Вчера тоже видел их. Тоже белые.
Между прочим, их в этом году больше обычного, уже несколько лет. Таких массово куропаток я не видел. И знакомые тоже верховья ездят 70 километров по реке. Короче, они тоже мне... Вон еще одна полетела. Тулан гоняет. Там тоже куропатка была. Вот. Раньше их было очень много, как воробьи, а сейчас хоть что-то видим. В этом году более-менее веселее, чем в прошлом году. За день пару глухарей-то поднимаем. Конечно, подстрелить пока не удается. Идем без выстрела, но вот следы лоща. Но надеемся все равно. До заморозков может еще получится добыть. Снегопада, ну смотрите, какая уже тучи, дождь начинался. Погода меняется. Сегодня обещали дожди, может быть еще и будет. Да и ночью непонятно что было. Но он еще таки ночью тоже какой-то моросящий дождь был. Дровишки, что я оставлял на улице, они сырые. Не ранние были, а вот именно сырые. Фу, ладно. Идем дальше, короче. Будет интересно, включимся обязательно. А так, нечего снимать. Здесь у нас густая тайга. Мы живем в таком месте, что вообще такая гуща леса. Это в сторону Сибири, Владивостока. Там кустарники в основном. В Сибири, в принципе, тоже тайга хорошая, но что вот у видеоблогеров я смотрю, охотников, у них реже деревья. У нас гуще. Фу-ху. Ладно, выключаюсь пока. Ну что, ребят, я стою на кварталке. Здесь просека вон. А тут там конец вырубки. Здесь трасса проходит. По этой трассе буду возвращаться. Уф, обошли нормально так. Я там последний раз включался, потом обошли вон. Очень большой круг сделали. Видел одного глухаря, даже включаться не стал. Просто вот, знаете, собака даже не услышала. Я бы тоже не услышал. Я просто шел и увидел, как уже от нас он взлетел и летел. Не, ну, параллельно земле вот так. Низом. Потому что ветрено, ничего не слышно. Где, что, какие взлеты, падения там. Кто взлетает, кто садится, он тулан лежит. Короче, очень сильный ветер сегодня. Дождик начинался снова. И, ну, кратковременный так. Короче, вон по этой трассе буду шуровать до конца, там, перейду от этого сырое место, там опушка леса. И дальше буду идти в сторону реки. Вот такой поход сегодняшний, блин. Короче, идем, возвращаемся. Сейчас уже обратно путь держим в сторону избы. Как бы каждый метр уже укорачивает наш путь. Каждым шагом все ближе к избе. Я, ребят, уже у реки. Сейчас дальше буду подниматься на лодке. По пути добыл рябчика, самка. В грудину попал и также, блин, полетела. Случайно нашел, уже на обратном пути возвращался. Уже надежды никакой не было. Просто под ноги попал. Вот такая самочка. Плотно, уже увесистая она, тяжелая. Это ладно, пошли.
Печка потухла. Уголек еще вижу там есть, но затоплю, блин. На улице резко похолодало. Прямо дубак стало. Хотя вроде 6 или 7 показывает плюсовая. Ветрище и реально холодно стало. Затоплю. Будет тепло. Погреюсь. Собаку накормить. Вот. Самое главное на избе. Сейчас 3 часа. Время 3 часа. 6 часов вышли из дома, с избы. 3 вот только что пришли. Нормально ходили так сегодня тоже. Ребят, включился еще на пару минут. Я весь сырой, смотрите. Как будто искупался. Такой ливень сейчас прошел. А я сходил проверять сети. Видеокамеру с собой не брал. Вот это ливануло, так ливануло. Сейчас покажу улов. Что мы поймали сейчас. Вот такая щука. Хорошая щука. Чуть не ушла тоже, блин. Вон. Где-то полметра, наверное. Второй поменьше. Но тоже хорошая щука. Вон она. Вторая. И там еще окушок. Я не знаю, как он умудрился в 35-ку залезть. Но взял. Вот такой улов, ребят. Но этот мощь. Это мощь. Это уже вот такая мощага. Ну, вот такая рыбалка, ребят. Погода непонятная. Что-то порывы, сильный ветер поднимается. И дождь так начинает, перестает. Мощный дождь сейчас был. Да, если сутки вот такой дождь пройдет, быстро уровень воды поднимется. Вот так вот. Ну, примерно вот такой день был сегодня у нас. Глухаря добыть не удалось, но рыбу хоть немножко поймали. Ну и рябчик еще. Я очень рад. Очень. Это нормально. Что дает нам природа, что дает тайга, что дает река, всем должны быть довольными. Одну рыбу, за одну рыбу спасибо. Ведро даст, возьмем ведро. А сейчас нам дала 2 щуки и окушка. Вот так вот. Ладно, мы отдыхать, ребят. Все, встретимся завтра. Сегодня уж снимать бытовуху я не буду больше. Давай, пока. Талантик. Иди в будку, пацанчик. Между прочим, Айда вот была всегда сырой, а он, скажем, вместе под дождем был, и быстро он сохнет, очень быстро. Почему так? Не знаю. Ладно. Вот так вот. Погода штормит. Гудит все. Думает, я его отпущу. Дым с трубы. Такая погода. Всем привет, ребят. Очередное утро. Сегодня 9 октября уже. Снова я собрался. Рюкзак, ружье. С свежими силами опять на охоту. Сегодня также пойду без собаки. Вчера бродили, 2 дня с собакой ходил. Сегодня будет у меня охота на рябчика.
Ну, без собаки попробуем. Что-то получится, нет, но погода вообще пока, в данный момент, без дождя, без ветра, просто шикарная. Надеюсь, не испортится погода и хотя бы до 4 вечера примерно. До 3 достаточно. Вот. Ладно, пойдем на охоту на рябчика, посмотрим, что получится. Как будет, буду снимать. Вчерашняя охота вообще не получилась, к сожалению. Пойдем посмотрим, что в этой стороне есть. Старая тропа моя. Отдохнул нормально, выспался. Тут высыпаешься, в 7 часов ложишься и 4:30 я встал. Вообще. Вот. Ладно, пошли. Погуляем, постреляем. Да, забыл сказать. Сейчас 6 часов вечера, 6 часов утра и 0 градусов с утра было. Максимум понижалось. Первые дни вот -6 было. Сегодня 0. Но вчера я показывал, вечером какая погода ужасная была. Ливневый дождь. А сейчас все так резко поменялось. Погода туда-сюда скачет, короче. Вот. Еще иду, пока тишина. Здесь молодая сосна, и бывало здесь очень много рябчиков тоже. Это надо все, что есть, только у реки. Так что в сторону реки будем идти. Кружок такой. И возле реки уже не спеша будем свистеть. И там даже, как ни странно, в этом году рябчиков очень тихо себя ведут. Вот ты идешь, свистишь, даже они на тебя внимания не обращают. И бывает там просто взлетают и увидишь, стреляешь. Вот такие моменты именно здесь. Вот. Тяжелая охота, блин, как-то очень тяжело дается. Очень-очень. Откликнулись. Тут 3 рябчика даже. Спотел. Буду свистеть. Короче, вообще не хочет. Оттуда перелетел куда-то он дальше. В лоб придется идти. А другие замолчали. Он ушел вниз. Но это смертельно ранено для него. Далеко не уйдет. Остальные в отказ пошли. Пару штук еще там.
живой еще. Пусть пока посидит. Ах, не успел. Куда же ты сел? Вон он. Ах, спрятался. Так хорошо сидел. Там еще две. Перелетел, сейчас увидел его. Второй. Промазал. Хорошо сел. Вообще отлично сидит. Ниже, что ли, я? Ниже стрельнул, ребят. В спешке, блин. Такая хорошая мишень была. И второй там еще сидит. Вот это промазал я. Попал. Первого поспешил. Я думал 50 метров, тут на 45. Пуля вниз ушла под ноги прям, куда целился. Ну и там еще один ляпчик. Сейчас я этого возьму и вернемся к первому. Нормально так постреляли. Кто наш падает, кто нет, так видите как улетают. Еле увидел, блин. Рассветка такая, что не замечаешь. Вон он сидит. Он на смерть. Ему на смерть. Вот так вот. Самочка даже. Нормально.
Ага. Это уже, ребят, вторые рябчики, которые вот первоначально начинал съемку. Там, короче, они перехитрили. А здесь он как на пеньке вот один рябчик сидел. Прям на верхушке. Когда я увидел, вот сидит и чуть-чуть ничего не успел сделать. Такая фотография была. Редкие кадры такие вот на вершинке таких. Ну, это выворотень сидел. Вот. Короче, там я свистел. Потом к ним подошел. Оказывается, они уже вместе сидели как-то и улетели. Даже и увидеть толком я не видел их. Взлетели и улетели. Так, где-то вот тут у меня нужен первый. А сейчас уже как бы свистел и откликнулись. Не спеша все получилось. Как бы птица тут не пуганная. Вот именно эти. Потому что стреляю и не улетают. Видели как. Вот. А, вон он нашел. Ну вот. Короче, пока ходили, он сам умер потом. Подранок был, конечно, но такая жизнь, охота, ребят. Кто кого. Кто кого. Вот такие рябчики с добычей нас. И смотрите, какие они разные. У него вот, у этого уже перья как на лапы идут. А у этого еще голые. Ну, в принципе, так же, но все равно не такие еще. Голые еще. Вот так вот. Сижу, отдыхаю. Попил чаек. Меня спрашивали, есть ли у вас кедры. Вот стоит кедр. Вот. Где-то 2 метра высотой. И если взять площадь километр на километр, ну от силы там штук 5, наверное, кедр можно увидеть. Их очень мало. У нас елка, сосна, береза, осина. Но в основном елка и сосна. Вот такие деревья. Такой вот смешанный лес. А кедрачей очень мало. Вот. Ну, сейчас сырое место будет. Я стою, сижу, то есть на средней просеке. Это средняя просека, она не такая широкая, узенькая, не прочищает. Я так поддерживаю, бывает, прохожу топором. Прошлый раз, когда здесь проходил, я тоже прочищал. И по своему маршруту вот так и хожу. Уже знаю, что здесь прямо к речке идти. Прочищено мною. И сегодня, в данный момент, здесь пройдем. В следующий раз также я здесь пройду, но не буду спускаться вот именно тут, а сделаю круг еще больше. 2 раза больше, чтобы было. И вдоль реки, чтобы свистеть, подниматься. А сегодня я здесь пройду. Вот. Ну, примерно так я отдыхаю. Хорошо. Погода вообще меня... Ну, сейчас вот немножко шумит леса. Тихо-тихо так, спокойно все. Вообще идеальная погода. Именно на охоту на рябчика вот такая погода хорошая. Слышишь, куда садятся, где свистят, где шорох, где... Все ты слышишь такую погоду. Примерно вот радиусом до 100 метров вот ты все слышишь. Где что как. И уже понимаешь. Где опасность, где рябчик, где еще что-то там. Какой-то хруст ты слышишь или еще. А когда ветрено, вчера вообще штормило, глухарь поднимается, летит, не слышишь. Только вот если на глаза попадает. Вот попалось мне один раз, смотрю, летит он там. А не слышно ничего. Даже собака не услышала. Такой сильный ветер вчера был. Деревья ломал.
Сегодня спокойно пока. Вот так. Отдыхаю и дальше пойду.